Если вот сюда поставлю, нас же всех видно будет. Так вот, да? Видно же будет, да? Салет, можешь вот так встать? Вот так, да, немножко? Андрей, ты тоже можешь вот так? Поехали в Нуримановский район на Красный Ключ. На Красный Ключ к вам. Вы Красный Ключ к вам. Вы Красный Ключ. Ну, вы главное, нам. Вы Красный Ключ. Мы с собой взяли Аделину, с нами едет. Потом Азалия. Азалия. Мы еще мальчика одного усыновили. Искандер его зовут. Они меня знают уже, говорят. О, смотри, какая красота. Эй, инянның башы, қарағым қырда. Ну, смотрите, қарағым қырда. Это вообще красота же. Красота. Это что за мюржизе? Мюржизе ведь был, мюржизе. Обалдеть. Йо. Ой-ой-ой. Агар бунда чандарды да қарап сығайық, evet. Мен біз қарап сығайын, абитада. Тек анау бар, вторая берега, первый да юқ білін. Первый береговой висал біткендердер, енді уже әлбет. Ол қарап тұрсың елғаға прямо. Вторая білет. Қарап тұрсың, немай керек? Ну, қарап тұрған елғаға бір елі тапқайық та чандарды, енді алманыңда забыл, что. Екі участок. Забыл, что ли? Алдама! Ты меня не послушай. Че такой довольный, а? Туалет платный, смотри, какой туалет. Я райбат, давай. Сразу куврак алып қойын, ты свежее пиво. Итак, дорогие друзья, где мы находимся, сейчас я вам расскажу и покажу. Мы находимся на заводе по производству пива. На заводе Главпивторга. Прикиньте. Главпивторг магазин, знаете, пивнушки, короче, магазин. Так вот, вы знаете, где находится ихний завод по производству пива? Находится здесь, в Нуримановском районе. Представляете, в Нуримановском районе производят пиво. Вот этот завод, я не знаю, туда пускают, нет? Ну вот, комбинат Главпивторг, видали? Среди леса, прямо на берегу реки Белая. Агитель. И вот у них фирменный такой магазинчик, здесь продают пиво. Кстати, сейчас я вам зайду, покажу. Здесь наисвежайшее пиво. Прикиньте, прямо с завода выносят и начинают продавать прямо вот в этом магазине. Главпивторг. Здесь 1,5 литра, да? Да. Вот те банки, этот огурцы закатывают. Как будто я огурцы закатываю. Значит, Альберт должен пиво пить, а я должна огурцы закатывать. Смотрите, какой выбор пива сейчас покажу, который производит Главпивторг. Вот, смотрите, пшеничный особый какой-то, монастырский, молочные бронзовые. Именно какое-то очень интересное у них пиво, которое вот в других магазинах нету. Да. Такой уютненький магазинчик. Тут есть и к пиву этот, там рыбка, сухарики, мухарики. И вот смотрите, даже вот такие вот стоят эти, я не знаю, как это называется, бочки или что там. Вот тут отсюда еще можно пиво взять и пить. Вот сейчас Альберт рыбку себе выберет какой-нибудь. Не дурно это, вот красота. Ну пиво куврак алынды сразу Альберт или Ты мне меньше подарок, мне меньше подарок. Ой, меньше ухадаром. У этих пива есть срок хранения? 3 дня. 3 дня всего лишь, да? Слышали, достар? Срок хранения пива 3 дня. Я же говорю, это наисвежайшее пиво, прямо прямиком из завода. И поэтому у них срок хранения 3 дня. А почему у остальных пива не 3 дня, а больше срок хранения? Почему у этих 3 дня? Потому что еще и крышка не плотная, еще она и живое выходит. Че? Оно живое, оно, получается, напрямую здесь наливается с завода. Ага. Поэтому пастеризацию не проходит вообще. Пастеризация не проходит? То есть прям его прям сегодня берете, сегодня берете. Так лучше будет всего. А если вы который смело берете, вот видите там смело, его вот на 3-й день, когда пьете, оно будет таким приятным, таким гнилым ароматом. Знаешь, я вкусное пиво буду пить, а ты будешь слюнки. Я чай буду пить. Ладно, спасибо. Ну вот, знаете, не пастеризованное пиво, прямо с завода. 3 дня срок хранения.
Так. Как создаются сторис башкирской домохозяйки? Хорошо. Кстати, здесь есть еще туалет. Вот, посмотрите, туалет платный. Я не знаю, сколько стоит туалет. Ну, надо прикладывать карту какую-то. Так не зайдешь. Но зато смотрите, какие у них краны. Видали? Во! Под пивные эти сделаны. Прикольно, да? Вот такой вот туалет. Унитазы, наверное, тоже пивные бочки какие-нибудь. Все, Альберт довольный. Ящиком вышел. Рот до ушей. Эй, Калай довольный. Если туалет горшочек, надо карту не взять. Они тебе бесплатно карту дадут в туалет, чтобы ты сходила. Кто пиво покупает, тот бесплатно в туалет Наверное. Че еще расскажи? Я говорю, это получается, вот это маленький завод на Ливанском районе может снабжать всех алкоголиков Башкортостана. Да, представляете? Ну. Ладно, Альберт мында якын yaşamayı. Bu заводтың іргесінен gitmesin. Может, даже ішкеле сығырын шunda. Вот эта девушка, которая продавала, я говорю, тоже, говорит, любители пива, тоже, говорит, люблю дегустировать. Да? Да, она там работает, нормально, живая же. Она, в смысле, она твою дегустацию смотрела, что ли? Нет, меня термин, дегустация шагарим шла, и их буду дегустацию А-а-а. делать. Говорю, я тоже люблю дегустацию еды. Да? Вкусно? Вкусно? А мы заселились вот в Улей. Вот тут стоят 3 одинаковых домика. Вот этот наш. Сейчас как раз я вам сделаю обзор. Заходим во двор. Вот такой вот домик. С виду такой небольшой. Есть баня, мангальная зона. Даже есть этот шампура, решетка есть. Вот дрова, беседка. Вот там дровяник. Это баня, бочка. И заходим во двор. Зайдете во двор, вообще офигеете. Посмотрите, поднимаемся и посмотрите, какая терраса шикардосным видом. Офигительным шикардосным видом. Это же капец, посмотрите, какая красота. Обалдеть, да? Прям дух захватывает. Вообще так красиво, достар. И река еще, блин, ты болман капланмаган. Ағып ята, как будто явный. Вот такой вот шикарный, пришикарный вид. Это просто бомбический, фантастический вид. Это мы в поселке Красный Ключ. Прикиньте, здесь рядом продается участок, я уже узнавала. Вот прямо на реке, вот прямо на берегу тоже. Самый такой же вид будет. Он стоит 6 миллионов. Представляете, имейте в виду, это может кто-то хочет приобрести. Ну вот, и здесь вот банька. Сейчас я зайду сразу, сделаю обзор на баню. Открываем, баня, бочка, заходим, все вагонкой, стол, скамейки, есть полочки, есть даже вон белые простыньки положили, шапочки имеются. Потом заходим внутрь, здесь вот 2 бочки, вода с подогревом, здесь тазики, и здесь уже заходим тазики, вот. Сауна, все помыли, все чистенько и аккуратненько. Кстати, этот так вкусно пахнет. Просто это очень вкусно пахнет. Все чисто, все чисто. Это самое главное для меня, достар. И сейчас я сделаю обзор на этот домик. Вот такой вот домик. Тоже стоят вот скамеечки, стулья там, я не знаю, что, как это называется. И заходим внутрь дома. Сейчас я буду делать обзор. Итак, дорогие друзья, здесь стоит шкаф с вещами, можно вещи сюда повесить. Стоит уже елка, красота. И здесь вот эта вот кухня совмещена с залом, получается. Я не знаю, как правильно это называется, но вообще очень красиво, уютно. И, знаете, сам домик небольшой, но такой вместительный. Самое главное, друзья, тут теплый пол. Вообще очень теплый. Дом, на самом деле, очень теплый. Вот стоит вот такой вот стол, 6 стульев. Этот дом, короче, рассчитан на 6 человек. Вот, смотрите, холодильник есть, микроволновка есть, плита индукционная есть, бокалы, посуды, все есть. Вот, смотрите, даже бокальчики есть. Есть даже вот, как там мыть там посуду, принадлежности. Это вот как там микроволновка, смотрите, какое оформление. Посуда вот Аделина открыла, вот красивая, кстати, посуда. И здесь вот сейчас открываем вот ложки, все есть. Новые, кстати говоря. Вот здесь мы, это продукты наши. Тут вот тоже всякий дуршлаг, муршлаг. Единственный вот кэс
кастрюль маленькие. Вот это вот всегда почему-то маленькие кастрюльки и маленькую одну сковородку ставят. Мне это не нравится, мне надо всегда большую кастрюлю, потому что я очень много готовлю. И чайник есть тоже. Холодильник у нас, вот смотрите, мы уже его забили. Вот холодильник очень хороший. Морозильная камера большая есть. Все аккуратно, опять-таки делаю акцент, чистый дом. Вот диван здесь, он рассчитан на 2 человек, чтобы спать. Одна пара может здесь спать. Обратите внимание, есть кондиционер. И сразу же здесь 2 спальные комнаты. Вот первая спальная комната. Так, включаем свет. Вот здесь вот зеркало. Даже халат есть. Представляете? Халат даже махровый повесили. Офигеть. Есть тумбочка вот такая. Кровать. Очень эстетичная, красивая. Такая комната оформлена. И телевизор. О, тоже белое полотенце дали. Офигеть. Нифига себе. Обалдеть. Кровать очень даже удобная. Матрас надо проверить. Я всегда проверяю матрас, Достар. Матрас для меня слишком, как там его, мягкий. Я не люблю такие мягкие матрасы. Он не рассчитан на мою спину. У меня грыжа, поэтому мне нужны очень жесткие матрасы. Ну ладно, черт с ним. Нормально. Сейчас дальше проходим в эту комнату. Тут то же самое. Вот, включаем свет, телевизор, кровать, все то же самое, и зеркало есть. Сейчас я покажу вам сразу же санузел. Здесь санузел один. Вот заходим в санузел. Есть фен. Тут вот даже ватные палочки есть, прикиньте. Потом вот душевая кабина. Душевая кабина очень чистая, даже поставили шампунь с этим, как там, гелем для душа. Есть вот швабра, унитаз, самое главное, и вот, как там его, раковина. Все оформлено в таком в стиле минимализма, в серых цветах. Ну, очень красиво и уютно. Мне понравилось. Очень красивый, уютный, красиво, уютно, офигительно, тепло. Такой домик. Чего ржете? Красивый, уютный, красиво, уютно. А тебе понравился домик? Очень, Да. очень классный, Да. кстати, да. Да, очень красиво, уютно. Мне тоже понравился. Ну все, кунак был. Даже колонка есть! Прикиньте! Интересно, работает, нет? Алиса, поставь музыку! Видали? Даже колонка есть. Будем делать очень вкусный салатик из индейки. Новый рецепт я вам уже показывала. Аделина вода плита включать там нахаливает. Вот это индукционный плиталар вообще бесит. Какого черта вообще вот сложный такой механизм делать? Как включать, не знаем. Вот стоим, мучаемся. Сегодня у нас будут шашлыки. Мясо какое? Какое? Обычное мясо. А? Обычное мясо. Очень легкий рецепт салатика. Давайте, Искандер, поделитесь рецептом салата. Сюда мы добавили помидоры. Ой, помидор говорю. Перец. Знал себя, что это не он. Давай. Просто вот ветчину, перец, капуста не сказали, салат, Пекинская. пекинская капуста, огурец, кукуруза и Мгм. И майонез. И все. И все. Можно Самый также... легкий салат готов. Да, очень легкий, быстро делается. Мы еще из дома пирог скорую привезли, Парагдали, который я пекла, курник. Нарезали мы на колбаса, тоже үйленіп келдік, между прочим. Сейчас будем кушать, балалар все голодные. Легкий перекусик. Глоток живой воды. А как мы на горнолочку потом поем? А кто нас на горнолыжку повезет? А кто права взял? Я права взяла. Права. Мы поедем с вами? Азамат для чего? А Зама для чего? А как он, мы вместимся все в его машину? А вы все вместе, я здесь останусь. И вы все езжайте. А он сможет в карнивал вести? Мы же не поместимся, если мы вот так только в карнивал поместимся. А ты доверишь ему свой карнивал? Да, кстати. Короче, друзья, мы забыли вам сказать, что сегодня у нас туса совместная с бывшим моим Кияу Азаматом. Он приедет со своей новой девушкой. Вы же уже ее показывали. Да, что я показывала же. Ничего интересного, короче говоря. Можете не смотреть. Это Азалия не видела. Я видела. Аделина тоже не видела. Я видела. Когда ты видела? Несколько раз уже, постоянно. А эти двое, знаете, зачем здесь приехали с нами дети? Они приехали, чтобы посмотреть Азаматтың девушка.
Я приехала кататься вообще-то. Да. Это самое Надо было сказать «да». Интригу создавать же надо хоть немножко. О. Благодарю, ребята. О! Ну, я вас привез, вон такая речка, смотри, красивая. И чё? Пора какое большое дело сделал папа Гнямбаша. Он нас привез. Блин, я удочку забыл. Я так- Спасибо большое, мой господин. Пожалуйста. А он, знаешь, а если так? Слушай. Точно, да. Блин, мне устали гуртенем гнемаши ты, Искандер. Ой, какой ты умный, Искандер. Не зря ты Байгила учишься. Бергишник, алга. Да. Интернетом, фарканатом, дурбахетке, утердем. Дальше не знаю. Офигеть, вы помните это гимн, что ли? Конечно. Обалдеть. Ну, сейчас у нас гимн другой. Ну, это гимназия старая. Да, ну Нет. какой? Гимн гимназии такой же, Ага. а среди гимназистов Яндодом вот этот Кабиров. который. Ага, да. Вот, его не поют. Да, его и в наше время тоже все пели. Удочку надо было взять мне, щуку поймал уже. Думаешь? Ну, вот же вода чистая. Ну, ты скорее всего. И только все Ну, делают. он прям ебашь. И опять ничего не поймаю. Ты хотя бы один раз в своей жизни ловил щуку какую-нибудь большую? Да, Не мам. надо обижать папу, он ловил много раз. Да, Альберт. Да. Уди-буди. А что ты в очках опять? Вообще, конечно, набить, ща. Ну, вообще, конечно. Вау, просто. Ну, жизнь, Вас это вы здесь? Поэтому я тебя с собой не взяла. Ты ему все рассказал. И про секретный счет, про банк, ты тоже рассказала, и все про это рассказывают. Стал уже свет на трассе выключили. Потом, а вот что-то сюда, я говорю, а где они? А он там, говорит, пешком идет наверх. Я говорю, а что не учили? Я говорю, мы его показали, говорит, ты поехали? Да, да. Поэтому, брат, ты шел, да, там еще, ну? Азамат будет нашим водителем. Документ-ларка, да? Козырек-то, все хорошо. Надеюсь, документы не пригодятся. Я не буду за рулем, я боюсь, здесь машин слишком много. Айгузаль, ты разрешишь впереди сесть? Давай назад, к девочкам. А? Че, влезли? Влезли. Все влезли? Да. Да, едем. Мы с Азаматом не катаемся, Искандер тоже не катается. Да. Азамат именно Айгузаль дейді. Айгузаль, оказывается, катается. Альберт тұрып қалды қарағыдай. И ода тұрып қалды. Бақырғана. Сейчас он будет делать дегустацию пива. Так что ждите, друзья, дегустацию пива. Вот смотрите, сколько тут домиков сдаются. Вот яңы үйлер төзіп таштағандар бұны прямо яр бойында ошында төзегендар и сдаются. Мынауында первой береговой линияла үйлер намного қиратырақ, конечно же. Поехали. Но здесь мы с Азаматом в этом красном ключе 2 года назад делали выпуск «Орел и решка». Анда мы показывали как раз таки, как можно отдохнуть обеспеченным людям здесь в красном ключе и как можно отдохнуть менее обеспеченным людям. Эконом-вариант и люкс-вариант. Это вот. Да. И А- все, мусакердек, Да? шоуда. Сен бешен қоя снимать По-моему, да. Короче, вот имейте в виду, за 500 рублей можно снять комнату. Здесь есть такие варианты тоже. В красном ключе. Кто любит кататься, можете приехать, снять вот комнату. Комната, кстати, большая была. Кухня. Анда, Я сам даже курс готовил. Да, ты же кушать готовил. Что-то там жарил, на гитаре играл с Мужиками общался, да? С мужиками, там мужики пили, помнишь? Да. Итак, друзья, здесь вот в красном ключе можете арендовать этот, как там его, снаряжение. Ботинки, лыжи, сноуборды и даже вроде как одежду можно арендовать. Сейчас про цены мы узнаем, достар. Вот, кстати, цены услуги на подъемник. Видите, 1 час 700, 2 часа 1000, скипас 200. Цены на услуги проката снаряжения. Прокат снаряжения, вот все здесь, да. Вот здесь в шкафчике можете вещи оставлять. Здесь скамейки можете переодеваться, переобуваться. И сразу же вот здесь вот выход уже на трассу. Вот, на гору. Вот и сама трасса, вот подъемники здесь. Вот такая вот трасса. Можете также инструктора арендовать. И еще, доктор, вот здесь сразу же буфет. Сейчас. Вот буфет. Сейчас. Вот.
Офигеть, народу много. Есть паспорт с собой? Что-нибудь есть? У нас с собой ничего. Я не взяла свой паспорт, а залог нужно что-то оставить. Сейчас права ставят. Нам нужно 2 борда. 41-40. Залог обязательно надо оставлять или паспорт, или какое-нибудь удостоверение личности. Просто так вам не дадут. Имейте это в виду, друзья. Вот смотрите, друзья, как я выглядела. Узнаете, нет? Это мои права. Вообще, да? И сейчас. Видали? Это я. Кстати, смотрите, вообще этот левый инструктор, мы его не нанимали, он подошел и начал девчонкам помогать надевать ботиночки. Надо их правильно еще надевать уметь. Что, есть кто-нибудь? Инструктор? Сейчас. У меня телефон включится, я позвоню. Спасибо. Кстати, друзья, инструкторы вот здесь все с именами и номерами телефонов здесь висят. Так что, если вам нужен инструктор, вот вы заходите отсюда и прям прямиком возле шкафчика стоят вот инструкторы, информация. Вся информация здесь вот. Видите? Пожалуйста, Что там? Давай, Искандер, помогай девочкам. Искандер, ты не будешь кататься? Yok, рахмат. А что? Мне даже штаны дорогие. Мне даже Альберттің штанын маған берген, мне хочет кататься. Че вы? Пойти заниматься? О, давайте. Вообще круто. Как вас зовут? Меня Тагир зовут. Тагир? А вы местные тоже, получается? Тут в основном местные, да, инструкторы? А то вот мы в Абзаково были, в Абзаково вообще не местные инструктора. Сколько получает зарплату инструктора? Сколько заработаем? Все наше. Вот, девчонки, инструктора нашла. Тагир зовут. Местный абориген. Ну, Риманов. Поставите нас на передний кран. А? Поставьте нас на передний кран сегодня, А пожалуйста. Вы насколько? на заднем умеете? Да. Они задом ездить умеют, а передом нет. Нет, я не снимаюсь. Ну давайте. Нет. 10 лет это же большой срок же. А вы инструктор по лыжам или что? Блядь. Я не снимаю. Ну вот, все инструктора стесняются. Вот девушка 10 лет инструктором работает здесь. Представляете? 10 лет. Это же вообще огромный срок, между прочим. 2500 в час, говорят. А? А я 5 лет на сноуборде. Да, тоже инструктор. 5 лет на сноуборде, говорит. Инструктор. Детям нужен инструктор? Приходите. Давай, балаклава, одевай, Заля. Все, пошли, давай, выходим. Есть что, Я думаю, встречаемся через ой, 2 Альгу, часа. Заля, оказывается, А мы с тобой чай попьем сейчас, облепиховой. Поболтаем. Мы, короче, с ним чай попьем, а вы катайтесь, не вас Вы накидываем. будете нас ждать? Да. İkisine kaldım yetişiyorum. İki saat kaldık zaten. Ну, бір сағат сейсеміз де жүріп келе жатырмыз деймін. Потом келіп алыр да. Или еу қайтып бітіреді яқын. У нас лучшие инструктора. Да? Обещаю. Обещаю. Ну ладно, доверимся. Конечно. И что, каждый день так столько народу у вас здесь? В основном, да. Ага. Даже сноуборд алмадың міне, Азалия, Ёпырысыты. Правая и левая стойка не знаешь, да? Левая? Левая. Сейчас без меня не поднимайтесь, я в туалет съеду. Давай быстренько. Ауыр да очень. А? Ауыр екен да ғой. Ауыр все. А вы тоже, получается, местные? Все здесь местные работают, да? Да. Расстегивайте. А высота трассы сколько? А, Тагир сейчас расскажет, наверное. Длина. Боже, салям. Да, длина. 956 метров. Длина трассы, да? Длина 956 метров. Да. А Перепад будни... точно не помню, что-то там около 100 или 150. Ага, да, спасибо. Такое. Пойдем пока, выйдем. Спасибо большое. Все, давай уже катайся, время уже. Сейчас уже стемнеет, пока ты соберешься. Где-то туалетке барды. Шунан хун тулерге унутқанбыз. Шунан хун борты что-то не то. В жизни нормально получилось. А до этого не получалось вам У меня на Павловке даже не получалось. А я на Павловке не был. Получится, верь в себя. Спасибо. Больше всего Аделина кататься умеет, она боится подниматься вон на той штуке. Как она называется, Аделина? Бугель. Бугель, да. Азалия вон там с инструктором. Сейчас я их покажу вам. Вот, друзья, вот. Азалия сидит. Инструктора наняли. На 3000 дешевле, чем в Абзаково тут инструкторы. О боже, мне уже страшно. Пойдал, Аделина. А вот, не падай, ёпрасоте! Ёпрасоте, Аделина. Упала колен. Как так? Ох, еще куколка. Боже мой. Че, не будешь кататься, что ли? Нет, буду, куда я делась, говорит, я взяла. А, Сейчас, просто я его снять не могла долго, потому что
Иди вы подойди к инструкторам. Мне страшно, если я упаду. Ладно, я упала здесь в начале трассы, а прикиньте, я сейчас упаду вот где-нибудь вон там. И А так свободный. А я куда я утром жоп ты жирган. Свободный. Видите, вот за ручку прямо инструктор тащит, как в детском садике. Катайся, говорит. В эту сторону. Теперь катайся на бок, говорит, вот так вот. Видали? Это очень сложный, тяжелый процесс. Ой, боже, и что это такое? На колени, инструктор говорит. На коленях надо тоже уметь стоять. Все, я тоже тут посижу с тобой. Научу, как правильно сидеть на коленях. не мой Вот день. так говорит, сидим, спокойно, на коленях, расслабляемся, можем вот так полежать, говорит, правильно покататься, как собачка можем, говорит, на снегу поваляться. Потом встаем, отдыхаем руки, потом поднимаемся, давай, поднимайся, говорит. Поднимай свою задницу. Блин, кто это встал тут? Сейчас. Вот, все, упал опять. Ну давай, вставай. Ёпрст, что за фигня? Я не могу кататься. Давай за ручку. Ручку давай. Поехали, давай. Катаемся, катаемся, катаемся. Вот так тихонько, медленно катаемся. Что вы можете в буфете покушать? В буфете можете попить горячий чай тут и поесть пирожки. Вот, курник есть, кучмак, сочник есть. И также горячий чай с облепихой. Хот-доги тоже есть? О, нифига себе. Прикиньте, достар, даже мынаки әпкелгендер өздерінің внуктарын и кататься иттерге үйретелер. Я катаюсь. Вы Вот скоро катаетесь? вот внук будет кататься. И смотрите, друзья, вот они пришли в кафе и өздерінің қоймақтарын пішіргендер. Өздерінің ілінмеке ашырға пирен, картофельный пюре, термос, даже варенье, прикиньте. Нифига себе, вот вы молодцы. Спасибо. В жизни не подумал, что вы бабушка. Бабушка внуков привела в Красный Ключ. С собой полный как говорится, контейнеры еды. И, настоящая бабушка. И внука приучает кататься тоже. И вот тут вот, смотрите, здесь тоже, обратите внимание, компания сидит, салаты свои привезла, хлеб, термосы тоже сидят, едят. Вообще, прям такая домашняя обстановка. Чё, Аделина? Что случилось? Типа ноготь прям под корень типа отошел, он типа вот так прям отошел. Офигеть! А когда, где? Ну сейчас, когда упала, я вот так это задела, видимо, доску ногтем. И надо, оказывается, без ногтей кататься. Без ногтей. Ой, кошмар. Лёва, подержи, пожалуйста. Все, ноготь отошел. Ноготь отошел. Сейчас Вот я этот его так любознательный мальчик такой, блин, везде ходит, все расспрашивает. Пупсик маленький, что случилось, говорит. Вот так вот, друзья, с длинными ногтями сюда не приходите кататься, это очень опасно. Видали, вон Аделина ноготь с корнем оторвала. Устав. просто, наверное, сойдет, да? Пойди покажи. А что теперь с ним делать, Аделина? Ну, заклеить для начала, если он заклеится. А что вы это первый, помнишь, так оказывается? Ну да, спасателем работаю. Что, Это правда, что ли? инструктор. Инструктор? Я инструктор звала, да. А что ты мне не сказала-то? А я что-то сначала... Сейчас, потерпи чуть-чуть. Да Выдыхай, нормально. выдыхай. Я больше боюсь, что он сейчас отвалится. Что вы здесь смотрите? А что? Нам интересно, да? Я ему помогаю. Да, он помощник, не видишь, что ли? Маленький, скорая помощь, да. Маленькая аптека. Да, маленькая аптека. Это капец какой-то. Все, Азалия уехала достар. Вот так инструкторлар күрәген, может, посақтап тұрып, мендірелер, таудың башына. Все под контролем, видите? Блин, шустрый инструктор, однако. Я же говорю, вот так он учил, блин, какой-то приезжий, не местный, блин. Я генем чигинен, бір инструктор, не знаю, Владивостоктан келген, что ли, откуда, Мурманскан, я не знаю, откуда келген да өте. И Азалияны 2 күн, 2,5 мың алып үйретті, и ни разу человек с горки не скатился. А бында мына келді 1 сағатта өтмені, и представляете, он с горки скатился. Вообще, между прочим, я же говорю, вот это Красный Ключ, трасса для начинающих, вообще самое то. Если собираетесь учиться кататься на лыжах или на сноуборде, вот, Кут түбінде, Уфаның іргесінде, всего лишь сколько, 50-60 километров проезжаете и учитесь вот на этой трассе. Не только для начинающих, тут все катаются. Офигительная трасса, а природа тут чего стоит, офигеть вообще. Вот скоро мы завтра поедем кататься на этом, как там, на снегоходах. Тут, кстати, прямо здесь же еще на этой базе катают на снегоходах. Знайте об этом. Че, все что ли? Айгузель, замерзла?
чай будешь? Тут не вкусный чай. Ай, ладно, так нельзя говорить. Вкусный чай, вкусный. Оказывается, Аделина показывала факт Бугеля. И Бугель ее наказал. Вот это. Офигеть. Курехин бумеранг как работает, Аделина. Даже от Бугеля бумеранг есть. Даже от Бугеля бумеранг есть. Представляете, я вам сколько раз, друзья, говорила, что нельзя так шутить. Что все бумерангом возвращается. Вон даже Аделине этот бумерангом от Бугеля прилетело. Херня. Что теперь будешь делать? А можно вколоть анестезию в палец, как думаете? Можно. Потому что я не вынесу этого, скорее всего. Господи, Искандера плохо стало. Мне самой стало плохо, вы прикиньте, типа, я сначала подумала, что у меня пол ногтя отлетело. Я думаю, ну ладно, это не так страшно. И я просто такая, опа, он целый. И я только чуть-чуть его пытаюсь притронуться, и я чувствую, как ноготь полностью отлипает. Я такая, нет. Да блин, больно, что я сделаю? Ты сказала нормально. Оно пульсирует временами прям сильно. Да? Ага. Надо обтековать нервы. Ой, так, Ангелина пишет. Так, что пишет? Я сейчас напишу номер, говорит. Кому? Я не знаю, маникюрщица. Мастер маникюра, она спросила. Она говорит, она уже мастер маникюра из к подологу, говорит, это надо. Потерять ноготь — это как потерять частичку себя, потому что ногти, волосы — это для девушки самое ценное в жизни. Я в шоке. Господи, Азалия. А что? Короче, на ее день рождения как раз собиралась, и ноготь у меня вот прям пополам, короче. Я такая... Думаю, блин, что делать-то? Но я, короче, раз такая Ангелине написала, у меня такси через 2 минуты. Я говорю, Ангелина, срочно что делать? Она такая, давай суперклеем заклеить. Я, короче, раз суперклеем заклеила и пошла на ее день рождения, потом весь вечер отжигала, и потом только пошла к Ангелине на ногти. Вот с такими ногтями приехали кататься. Взяли пластырь с собой, вот дочке перемотали ногти. Ага. Вот таким же пластырем просто перематываете ногти. Ну, не ногти, а вот эти места. Вокруг. И все, и у вас уже ногти будут более так, как бы, ну, не будут это. Все понятно. Вот, слышали? Лайфхак. Приехали с длинными ногтями, все ногти, чтобы перемотали. И тогда у вас ногти будут целые, и пальцы целые. Видали? Вот если бы Тагир не сказал, мы бы и не знали об этом. Мы приехали. Ты что здесь делаешь? Дегустация пива? Бұл уже камера қойып алған достарыма қарап, камера менікен қойған штативқа. Дегустация пива все это. Біріне еще топливо алып келдік, на всякий пожарный. Ана Аделинаның бармағын қара. Чего ты остановился? Ой. Внутри, что ли? Ну, да, он шатается. Давай заклеим. Давай заклеим. Остановимся, потом толпа приехала. Ну, короче, вот это пиво вот такое вот. Видели? Он весь такой... Аля, с хмелем. Он с хмелем, который хмель вышел наружу, значит, он пиво готовое. Такое. Пахнет, конечно, бомба. Перерыв у Альберта достал. Контента он много наснимал, она. Дегустацию делал. Пока мы катались, я не каталась, конечно. Мы прошли, у Альберта перерыв. Потом он продолжит свою дегустацию. И она вкусная, реально? Да? Да. Все, яндырды. Неме болды? Вообще янды міне? А? Шашлык сгорел, достар. Оста! Ё-моё, блин. Қаралақ оңиян башы, блин. Ёптрёлный ях. Оңиян башы. Пока ты консигара, нормально. Азаматтың ребрышки ягненканы, блин, все. Смотрите, какой у нас богатый стол. Айгузаль приготовила винегрет, приготовила картошку в мундире, еще греческий салат приготовила и ягненок. Ой, ягненок, конечно, звучит так это, да. Ну ладно, как будто сама ягненок. Картошку в мундире кушайте, ее я готовила. Вот ягненок, достар, выглядит вот так вот. Смотрите, какой прожаристый. Сейчас попробуем. Молодая барашка. Шашлык офигительный. Вообще тема. Что вкусно. Вот так. За встречу! Лишь ты мой свет, бродишь голову сломя. Дай же ответь, что не позабыл меня. Из писем нет, вот уже 4 дня. Милый, не грусти, ай, позвони, напиши. Снова свежий, я без тебя словно в огне. Шуя, напиши весточку мне, хоть строчечку ты напиши. Например. Ты мой свет, ты напиши Я не твой мне. свет. На-на-на-на-на. Я не люблю На-на-на-на. Ты мой свет, ты напиши
Я не то это сделал. Я не люблю баранов. Араля, минаға бағыштап ерен қай. Я не твой ясный свет ты. Баранин. Red flag. Добавьте red flag, кстати. Если у человека есть какие-то недостатки, да, в отношениях, например, то его называют расплатом. То есть с ним сейчас нельзя. А люди, да. Красный флаг. Ты red flag. Ты тоже red flag. Почему такой? Почему я расплату? Угадай. Угадай. Хочешь сказать, я абьюзер? Ага, я не абьюзер. Дай леща, модельер, дай леща. О, капец. Такой лещ, друзья. Просто бомба. Вот у леща самые, знаете, вкусные что? У леща самые вкусные плавники. Допустим, вот эти плавники. Вот. Сейчас оторву вам покажу. Если смогу оторвать. Не могу я его оторвать. Ладно. Ай, хвост. Он нам не нужен. Вообще все чистят леща. Я не чищу, потому что пускай все чистят, то кушают его. Вот так. Вот так. О, какой лещ, друзья. Смотрите, у него какое мясо. Мясо вообще капец. Обалдеть. Конечно, все провоняет. И руки, и все-все. Но оно того стоит, друзья. Рыба портит пиво. Потому что ты, когда закусываешь рыбой, типа, вкус пива вообще теряется абсолютно. То есть, получается, как одинаковый вкус. Вот, допустим, ты пьешь там монастырское, чешское, или там, ну, допустим, пятницкое, или там, не знаю, мейзер. Вот. Ну, я не считаю. Мне, кстати, любой вкус пива я различаю капитально. Даже когда она закусываешь... Не закусываешь им? Вообще кушаешь ты рыбу, просто запиваешь им с этим, с пивом. Я, друзья, не какой-нибудь там алкаш, как мне пишут, там, в Телеграме особенно. Или ВКонтакте пишут, что я алкаш, туда-сюда. Я же пью нулевку. Против алкоголя я. Я тоже против алкоголя, друзья. Обалдеть. Так, друзья, 3 вида пива у нас. Все пиво, ну, нулевки. Я против алкоголя. Вот это эль пшеничный особый. Выпущен тоже в Нуриманском районе. Завод ГПТ. Потом у нас есть монастырское пиво такое же, полторушка. И есть пиво. Это как называется... Жигулевской фирменное. Смотрите, друзья, вот это пиво, допустим, монастырь, да? Срок хранения 3 дня, 3 суток всего. 3 суток хранится, потом дальше нельзя пить. Вот. Ну как пить? У него все уже 3 суток, друзья. Вот это монастырское. Это эль пшеничный. Здесь написано 1 литр из ведра. Ну, наверное, так. Вот сейчас попробуем, начнем. Все пиво разные. Здесь, смотрите, друзья, какой хмель. Вот. Когда хмель выплывает, вот здесь пузырьки появляются, это пиво готовое, друзья. Пиво готовое. Это у нас получается Жигули же, да? Жигули. Чего начать? Сам не знаю. Так. Давайте сначала начнем с Жигулей, друзья. Банка для соления остается. Блин. О, все. Смотрите, друзья, что там внутри. Смотрите. А как наливать? Еще как наливать? Но это не продумали. Надо было какую-то сетку сюда вот так. Вот. Не продумано. Друзья, вообще не продумано. Ё-моё, как быть? О, придумал. По запаху. Ну, не знаю, это обычный пиво, наверное, по запаху. Пшеничное, особое. Эль, откуда у нас знаменит? Эльне, потому что, вот когда вы фильм смотрите, «Властелин колец», там все пьют эль. Я всегда думал, что такое эль? Давайте попробуй эль. Он 4 градуса, на 10 ведра, то есть это 1 литр. Выпускает тоже у нас ГПТ. Так, попробуем. Друзья, это безалкогольное, я против алкоголя. Пахнет очень вкусно. Блин, ништяк, друзья, ништяк. Шашлычок. Это ягненок. Вообще вкусно. Не скажу, где брал. Это привез мне Азамат. Не скажу, что где он брал. Он мне сам не говорит. Вот. Я его пытал, сказал, не буду тебе говорить, где брал. Вообще, друзья,
Ништяк. Вот это ништяк. Блин, никогда не покупал эль. Оказывается, можно брать. Тем более 4 градуса. Безалкогольное, друзья. 4 градуса без алкоголя. Ну, я против алкоголя. И, друзья, у нас пиво монастырское. 3-дневное. То есть срок, когда он вышел? Сегодня. Друзья, сегодня он вышел. О, запах. Пробуем. Друзья, пробуем. Да, друзья. Вкус очень вкусный. Но я пил монастырское другое производителя. Не из Башкирии. Но был то вкуснее. Нет. Честно скажу. Не скажу кто. Но этот... Вкусно, все хорошо. Но они же продают другого производителя. В бутылках. Но он вкуснее. То есть, даже вот это 3-дневное пиво. Нет, тот вкуснее, сразу скажу. Но ничего, нормально, классно. Выпил я вот этот эль. И выпил вот этот монастырское. Эль вообще классный. Но по нему скажу, по монастырскому, что я пил лучше монастырское пиво. Какой-то он не то что слабоватый. У него, я понять не могу. Но сразу скажу, что там был лучше. Ну, еще раз попробуй-ка, может быть, у меня после эли остался там чуть-чуть этот. Ну-ка, сейчас попробуй еще раз. Вкус, друзья, чуть-чуть слабоватый. Он более нейтральный. Монастырский, я знаю вкус какой. Поэтому, друзья, ну, вкусное пиво, но не скажу, что он, действительно монастырский, потому что это, ну, эль отличный. Но это 5, это 3 с плюсом. Тот же производитель в магазине у них, бутылка продаются монастырская намного лучше, там 5, даже 5 с плюсом, я знаю, пил его. Ну, это 3 с плюсом, наверное. Я не знаю, может быть, там... Что-то не... Это попался такое. Ну, не знаю. Ну, это мое мнение. Бараний ягненок. Вообще. Друзья, это... Всем пока. Вообще тишина. Шикарное место. Тут летом, наверное, просто обалдеть, наверное. Сюда летом надо приезжать еще. Очень крутое место. Мне очень понравилось. Кстати, в чан не могут зайти. Так быстро, во-первых, чан нагрелся, и очень сильно, что не смогли в чан зайти, кто в бане был. Ни девочки, ни Альберт. Альберт до сих пор в бане. Не мекешей надо! Мен хотя бы предупреждай, қайда кеткеніңді. В смысле? Мен қорқандамын, переживать-то не Альберт. Асаля! Или асықма? Ой, деловай, колбаса, қарағай мынаны. Тюлень. Неше болғанда? Кайфую. Кайфуешь? Да. У меня большой. Как ты кайфуешь? Қарағай, Альберт кайфует, достар. Астында қойдың ба? Давай, эсі қалып жерде. Давай, эсі қал! Уфимкаға сумып қойма. Белыйға. Сенге ышаныс бар ма? Тұтырғын давай, белыйға сумырғын. Там что тут в шкафчике? О, нифига себе. Много чего. Даже бокалы есть, прикиньте. В бане. Офигеть, да? Прикольненько. Итак, дорогие друзья, чемпион по дегустации пива Дон Альберто будет прыгать в чан. А что с уманом? С головой. Неме, есіме? Прикиньте, чан такой у них. Мы сами в шоке. Представляете? Короче, затопили они всего лишь 3 часа назад, да. И чан до сих пор, 2 часа назад всего лишь затопили, да. И чан до сих пор этот горячий. Очень хороший чан, горячо держит температуру. Вот сколько мы открыли, да. И
Пытаемся остудить его, нифига не получается остудить. Ты похож на тюленя, который выбросила на берег. Или китенок. Ой, ты мой, китеночек. Барана карман ышкынали. А? Карман ышкыныр керек ең әлбәт. Анда түгел инде. Куя китәһең? Қойда еще. Бұяқтан төште тегенде барып ышкыныр Анда қар керек. бар міне. Анда ана дровини кергәһендә картада бар. Қайын. Куда? Қойда. Ты чё? Ырғымай да біреріңді хындырып жатырсың, альот. Қоя кеттің? Қарман ышқынам. Дурак, что ли, хен? Өзің айттың, ушыл айтып түгел енді. А как? А как? О, боже. Ладно, давай, ятта. Чанға ырғаң самара. Ё-моё. Давай, ложись. Это специально только для вас, блин. Давай, ложись Что уже. ты дурак? Дурак енді. Давай уже. О, боже. Боже, какой мужчина. О, боже, какой арчанды хындар еще, блин. Ай, кулай, Альберт. Дурак, что ли? Инен башы, блин. Башыңды ярма. Ой, Алла. Он горячий. Он горячий. Ой, Он Альберт. горячий. Бар мұнсаға. Бар. Опять сығып тұр. Опять сығып тұрды, ждунчик. Все, давай, бар мұнсаға, бар. Қайда пивыңды әп кеттің, уже етер енді. Там пива нету. Нету. Все, давай, баню. Горячий, блин. Қыдын мұнсаға, бар. Вот такие дела. Так и отдыхаем.